Доброе утро, Республика! Начинаем новую рабочую неделю. И с вами Вероника Тамтосова. Да, сегодня понедельник, 8 июля. Что у нас интересно? Ну, во-первых, поздравляю с окончанием, с закрытием игр «Дети Азии». Это огромное летнее событие, спортивное завершилось. Мы так болели, мы так переживали. Ну и результаты себя оправдали. Наши отлично себя показали. Я вас поздравляю с этим замечательным событием, это было грандиозно. Но у нас не менее приятные, интересные новости, все только для вас, чтобы утро начиналось удачно. Не забываем, что у нас есть телеграм-канал, подписывайтесь, чтобы быть 24/7 вместе с нами. Мы будем делиться хорошими новостями и отличным настроением. Ну а прямо сейчас немножко в нашей изменчивой погоде, потому что образ нужно в понедельник особенно тщательно выбирать. Итак, в центральных районах сейчас плюс 16, плюс 18, в Заречной группе 13-17 выше 0. В южных 12-14, в Вилюйской группе 16-19 градусов тепла. В Нижнеленских плюс 15, плюс 19, в западных 15-16 выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов 9-15, выше 0. В Янских 13-17 градусов тепла. На северо-западе плюс 6, плюс 15. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была плюс 18 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем в столице ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура, жара, плюс 26, плюс 28 градусов. Ну, такие замечательные у нас летние кадры, уже можно насладиться и правда, что и прогулкой в парке. Ну, а сейчас зададимся следующим вопросом. Итак, быть или не быть утренней зарядки? Этот вопрос часто посещает нас всех, особенно тех, кто к лету решил похудеть. Приходилось ли вам замечать, как много людей утром в плохом настроении? Врачи считают, что одна из причин такого состояния заключается в гипокинезии. Иными словами, в отсутствии физической активности. Ничего удивительного. Проработанные мышцы посылают в головной мозг достаточное количество импульсов, благодаря которым он активно настраивается на рабочий лад. Люди же, которые отказываются от утренней зарядки, часто страдают от нервной возбудимости, испытывают хроническую усталость, они жалуются на отсутствие энергичности и бодрости утром. И только к полудню такие люди отмечают повышение активности. В общем, приходим к выводу: зарядки быть и быть ей прямо сейчас. Доброе утро, меня зовут Иванов Даниил. Я абсолютный победитель игр Мачара по Гасагаю. Давайте сделаем утреннюю зарядку. Желаю вам удачного дня, занимайтесь спортом. Ну, спасибо большое Даниилу. Да, правда, немножко размялись, стало лучше. Итак, тело мы привели в тонус. Теперь давайте ум. Последние новости.
Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Предлагаем блок новостей. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в Якутске проверил, на каком этапе находится строительство крытого ледового катка. Объект строят по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Строительство идет по графику. Площадь здания свыше 5000 квадратных метров. Будущий крытый каток будет двухэтажным с хоккейным кортом, залом для керлинга, спортивным и тренажерным залами, процедурными кабинетами. На сегодняшний день у нас проводится монтаж металлоконструкции здания, идет обшивка ограждающих конструкций с панелями. С августа месяца мы планируем приступить к монтажу холодильного оборудования под ледовые покрытия. Ну и к концу года мы введем данный объект. Построим, введем эксплуатация самого объекта с учетом процедуры оформления документации. Она начнется в первом квартале, скорее всего. Последним видом спорта игр «Дети Азии», где разыграли 2 комплекта медалей, стал волейбол. Решающие матчи прошли в спорткомплексе «Стерх». Так, звание чемпионок завоевали спортсменки из Республики Беларусь. На втором месте расположилась сборная команда Уральского федерального округа. Бронзовые медали увозят волейболистки из Сибири. В волейболе у мужчин первое место заняла также сборная Республики Беларусь. На втором месте спортсмены из Сибирского федерального округа. Бронзу увозят казахские волейболисты. Сейчас со спортсменами встречались, все в абсолютном восторге, благодарят организаторов, благодарят наших волонтеров, ну и, конечно, Якутию за гостеприимство, за прекрасную погоду. Здесь установлено уже было несколько рекордов, но мы знаем, что вообще «Дети Азии» как чемпионат подарил миру много известных чемпионов, которые впервые здесь открывались. В течение года в Якутии планируют ввести 16 школ. В том числе откроется учебный корпус Якутской кадетской школы. Трехэтажное здание возводят по нацпроекту образования. Корпус площадью свыше 64 тысяч квадратных метров состоит из 2 блоков. Объект посетила замминистра просвещения Татьяна Васильева. В здании готовы учебные и спортивные помещения, включая лаборатории, библиотеку, актовые и спортивные залы. Знаете, мы посмотрели строящуюся школу, школу с историей, школу с традициями, и мы видим, как эти традиции впишутся с нового учебного года в новые технологии, в новое здание. Школа-новостройка всегда волнительна, потому что ты приходишь и начинаешь все с чистого листа. Тут коллегам есть что принести в эту школу, есть содержание, есть воспитание, и я желаю, чтобы в новых стенах они получили новое качество. А в целом школа, конечно, красивая, строительство грандиозное, и надо сказать, что темпы его тоже дают надежду на открытие школы 1 сентября. Это были последние новости к этому часу. Мы продолжаем. В первых числах июля в нашей республике пройдут значимые международные мероприятия для детей, занимающихся наукой. 31-я международная олимпиада по математике, физике, химии, информатике Туймада и 5-я международная школьная научная конференция-конкурс Якутск International Science Fair. И сегодня у нас в гостях ректор Малой академии наук Василий Павлов и ученик 10 класса специализирующегося учебного научного центра Северо-Восточного федерального университета Егоров Алексей. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что таким составом пришли. Итак, Василий Климович, вот информация, что будет в рамках Олимпиады. То есть, я так понимаю, что уже начались этапы, да? Олимпиада у нас началась 3 июля. Практически она уже закончилась. Сейчас идут апелляционные, так называемые, мероприятия. Оценки примерно выставлены, но они еще будут дорабатываться, обработка идет. Ну и мы, в общем-то, все это 11 и закончим. Так, давайте начнем с классов. Какие классы принимали участие? Ну, там у нас старшие классы принимают участие, 8, 9, 10 и 11. Получается, что у нас 4 направления: химия, физика, математика и информатика. Информатика, значит, 2 лиги, старшая и младшая. Значит, у нас практически 50 школ принимают участие, из них 30 из-за границы. Да, международные, иностранные школы и 20 наших. Ну, да. То есть, получается, конкуренция очень серьезная. Очень большая, серьезная. 211 детей. Да, это такая очень на высоком уровне организация и на высоком уровне соревнования такие, да, так сказать, на международном уровне.
Что дает участие в этой Олимпиаде? Ну, например, да, так сказать, участники из Индонезии, если они побеждают, то у них в стране они получают государственную стипендию, могут учиться в 100 лучших университетах мира. То же самое Казахстан, да, так сказать, для победителей этой нашей Олимпиады, да, открыты дороги тоже в 100 лучших университетов мира. Например, раньше у нас вот были как раз участники из Индонезии, они побеждали, стали учиться сейчас, MIT, Гарвард, там, Стэнфорд, вот такие университеты, Ничего себе. Кембридж, да. Это вот дает им дорогу на поступление. Наши дети тоже активно участвуют и поступают в лучшие университеты нашей страны. Потрясающе. А вы в каком направлении участвуете? Здравствуйте, я участвую в математика и информатика. То есть вы участвуете в Олимпиаде? Нет, я не А вы участвую. участвуете в... у Science нас- Fair Science называется. то есть уже У нас на два конференции. мероприятия больших. Да, Да. все. Хорошо. Ну, вот второе мероприятие, оно еще, по-моему, сложнее, потому что международная конкурс-конференция — это что-то такое вообще уже сложное и Да. про науку. Это, опять же, да, так сказать, очень высокого международного уровня конференция. И там мы проводим конкурс научных проектов школьников. И это очень важно, потому что международные такие события, они порождают после себя очень много интересных мероприятий, коллаборационных проектов, да, совместных исследований. Потом дети от этого получают очень много выгоды. Ну и, соответственно, мы можем сказать, что в этом году у нас 8 стран принимают участие. Индия, Индонезия, Италия, да, так сказать, Иран, 40 команд из Ирана, да, так сказать, заявились, это очень важно. Эль-Сальвадор, Латинская Америка, да, так сказать, ну вот такие страны. Какой состав участников? Разнообразный. Очень разнообразный. Южная Африка у нас есть, да, так сказать. На самом-то деле дети очень хотят принять участие. Мы могли бы всех принять здесь, да, так сказать. Но у нас ограниченные возможности, поэтому, значит, мы как раз вот только принимаем 150 практически участников. Это 89 проектов. Расскажите, пожалуйста, про свой проект. С какого времени вы занимаетесь? Вот направление у вас очень... Мы уже озвучили, оно сложное. Да, математика, информатика. Мой проект — это игра, созданная во время одного хакатона, где-то уже в феврале. И она нацелена на изучение английского языка. Название моего проекта — это A Language Learning Adventure. То есть это прям уже оболочка, полностью проектная база, Это как получается игра, да, так сказать. но в игровой форме. Да, уже полная сделанная. Очень сложно, мне Да. кажется. И сколько у вас ушло времени, чтобы разработать этот проект? В рамках хакатона было только 3 дня. Ну, 2 бессонные ночи. Так легко сказано, надо, чтобы разработать целый серьезный Да, проект. но это главная идея, да, так сказать. У человека идея возникла, но потому что он очень долго времени, много лет уже занимается этим, и вдруг возникла, да, так сказать. А сколько вы лет занимаетесь? То есть вот вообще, вот, ну, когда впервые вы задумались о том, чтобы заниматься научной деятельностью, с какого класса, с какого возраста? Кстати, с 10 класса. Ну то есть Да. как бы уже в осознанном возрасте вы пришли в науку. И планируете дальше развивать? Дальше, да. Развиваться и также дальше участвовать в таких больших конференциях и А хакатонах. куда собираетесь поступать? Ну, вы уже в 10 классе, наверное, какое-то направление выбрали. Да, дальше буду продолжать математику и информатику. Да. Ну, прикладное, соответственно. Ну, потрясающие у вас ученики. Просто когда говоришь о школьном проекте, ну, все равно возникает такое чувство, что простого. на А самом-то оказывается, деле, что да, это на уже... самом-то деле у нас вот ребята, которые прежде занимались, да, так сказать, сейчас занимаются, например, космическим направлением, создают свои уже спутники, да, это уже такое направление. Но потому Так что эти сидишь и дети, думаешь, да, боже. как раз вот помогают очень сильно такие вещи, как Science Fair. Ну, кроме этого, мы провели еще и очень интересное такое онлайн-мероприятие с таким участием иностранным, да, так сказать, у нас страны из Индонезии, из Китая, как раз про инженерное образование, потому что мы очень хотим, чтобы наша республика стала таким передовым регионом по инженерному образованию в школах. Да, и про это был у нас очень серьезный, интересный разговор. Приняло участие много у нас школ, преподавателей, экспертов из Москвы, из других регионов. Да, было таким образом Ну, очень интересные цели вообще такие потрясающие. возникли идеи. Так, у нас не так много времени, поэтому давайте, вот у нас программа, вот она так выглядит на английском языке, вы можете, я так поняла, увидеть на сайте. Да. Да, ну и самый главный вопрос, потому что всем стало безумно интересно послушать вообще
что-нибудь. Если, понятно, что на Олимпиаде поучаствовать невозможно уже, да, уже все закончилось, но на конференции есть, наверное, какие-то открытые Да, открытый лекции. день это завтра с 3 часов дня. Можно приехать в Чапаево, это 40 километров от Якутска, да, и посмотреть постерную сессию, где ребята показывают свои уже проекты в виде плакатов, рассказывают, защищают. Ну, то есть для учащихся и их родителей это может быть стать таким толчком для того, чтобы в следующий раз обязательно принять участие, потому что осенью, по-моему, еще одна конференция. Ну, мы, да, проводим разные конференции, у нас 260 разных мероприятий, которые... Ну, наши можно зайти на организаторы, сайт, да, ознакомиться и стать да. участником. Ну, спасибо, что пришли. Желаем успехов, продолжать, ну и, конечно, успешной деятельности, потому что вот такая уникальная возможность для наших детей, ну и не только наших, со всего мира, поучаствовать и получить путевку в будущее, поступить. Спасибо большое. Дорогие друзья, вот такие у нас уникальные события происходят в нашей республике. Вы знаете, вот уже завтра вы сможете послушать проекты таких прекрасных, умных, одаренных детей, узнать что-то для себя, но если вы видите будущего ученого в своем ребенке, тоже приводите. Ну, кстати, 8 июля отмечается необычный праздник, день «Снова стань ребенком», когда взрослые ведут себя как дети. Хотя в нашей стране он еще не обрел популярность, во многих других уголках мира его активно отмечают с точки зрения психологии. Это прекрасная возможность получить эмоциональную разрядку и перезагрузиться, и вновь почувствовать себя ребенком. Ну, а какие еще знаменательные даты и события сегодня, узнаем прямо сейчас. На календаре 8 июля. Сегодня отмечают День семьи, любви и верности в России. По народному календарю святых Петра и Февронию Муромских почитают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. Церковь канонизировала Петра и Февронию в 1541 году. С тех пор на Руси было принято молиться этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу. Примета на погоду и сенокос, который начинался как раз в это время. Люди подмечали, если свиньи и мыши начинают есть сено, покос будет худой. Об этом же свидетельствовало обилие кашки на лугах. Наблюдали и за рассадой. Если она хорошо пьет поливку, дни сенокоса будут сухими, если же вбирает воду – влажными. С Петра и Февронии ждали еще 40 жарких дней. Этот день в истории. 1709 год. Русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении. 1799. Император Павел I издал именной указ об учреждении российско-американской компании, деятельность которой была тесно связана с торговыми операциями в Якутской области. 1944. Введены звания и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и медаль «Материнства». В этот день родились 1842. Николай Бенардос, русский изобретатель. 1892. Николай Поликарпов, советский авиаконструктор. 1894. Петр Капица, советский физик, нобелевский лауреат. 1895. Игорь Там, советский физик, нобелевский лауреат. 1912. Ким Ир Сен, корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи. 1915. Николай Крюков, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 1938. Андрей Мягков, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1974. Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, актриса. 1963. Дмитрий Певцов, советский и российский актер театра и кино, певец, педагог, народный артист России. Именины сегодня отмечают Василий, Денис, Константин, Петр, Семен, Федор. Очень ярко и красиво прошли празднования прихода лета во всех уголках нашей республики. Исэх принадлежит к одним из самых древних праздников Якутии. День летнего солнцестояния является главной датой Исэха. Несмотря на то, что праздник этот зародился много столетий тому назад, его традиции не слишком поменялись, а многие ритуалы и вовсе соблюдаются в строгом соответствии с древними обычаями. А вот документальных материалов о праздновании Исэха сохранилось не так много, и благодаря работе Национального центра аудиовизуального наследия республики мы сегодня сможем перенестись на празднование Исэха в 1944 год. Здравствуйте!
Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая эксперт Национального центра аудиовизуального наследия. И наша рубрика «История в кадрах» находится в Амгинском районе. Сегодня мы хотим вам рассказать об уникальных кадрах, которые были обнаружены нашими архивистами нашего центра во время рабочей командировки в Российском государственном архиве кинофотодокументов в апреле этого года. 10-минутный фильм под названием «Исех» 1944 года был снят оператором-документалистом Виктором Громадзинским, который работал в Иркутской студии кинохроники. Эксперты однозначно называют этот 10-минутный фильм «Исех» 1944 года уникальным, так как до настоящего времени об Исехах в Якутии 1944 года повествовали лишь печатные издания и фотодокументы архивов и музеев. Живого отражения этого события на кинопленке не было. Это единственный видеодокумент, свидетельствующий о том, что во время Великой Отечественной войны впервые был проведен первых Исех в 1944 году. Эксперты отмечают, что это была своего рода генеральная репетиция Исеха Победы. В 1944 году национальный праздник отмечался в более 20 районах Якутии. Приняло участие более 100 тысяч колхозников. Праздники проходили тогда под лозунгом мобилизации всех сил народа. Основной посыл был направлен на усиление помощи Красной армии. Специально к этому организовали смотр готовности колхозов к сеноуборке. Старейшины, открывая праздник, воспевали и приветствовали Красную армию. В кадре жители и колхозники Неслигов Бетюнь, Абаги, Слободы. Колхозники ярко и бурно аплодируют докладам и выступлениям партийных руководителей. На трибуне члены Якутского обкома и правительства Якутской АССР, депутаты Верховного Совета. Крупным планом в кадре докладчик Анастасия Петровна Данилова. Это первый секретарь Амгинского РК ВКПБ. Старейшины Алгашит Сафрон Евграфович Кутургин и Екатерина Иванова совершают культовый обряд кумысопития. Алгашит в сопровождении 9 девочек и 9 мальчиков, пионеров, берут в руки чаран и совершают поклоны высшим силам природы и духам Аи. Исех 1944 года в Амгинском районе был проведен в соответствии с инструкциями Совнаркома, где впервые было рекомендовано провести традиционные алгыс и крапление кумысом, ранее порицавшиеся как религиозные обряды. Гонимые и преследуемые в довоенные годы древние народные традиции и обычаи во время войны стали подлинным оплотом и для тех, кто сражался в бою за родину, и для тех, кто оставался в тылу. Среди участников очень много колоритных персонажей. Например, в кадре крупным планом женщина в шляпе и в национальном костюме с серебряным украшением на груди крестиком. Знатная колхозница Ирина Дмитриевна Дячковская, член сельхозартели имени Ленина, поднимает чаран с кумысом в честь товарища Сталина. Сейчас мы видим на общем плане празднование жителей села на едином просторном Тюгюльге. А здесь чаран с пенистым кумысом передает эту атмосферу праздника. Мы знаем, что на Исехе присутствовали известные якутские писатели. Например, здесь запечатлен молодой Кюнюк Урастыров, народный поэт Якутской АССР, урожденный Амгинского улуса. Он родился в селе Эмись. А вот справа в кепке Романов Петр Петрович, это член Союза художников СССР, председатель правления Союза художников ЯССР. Присутствовали и известные артисты. Например, в кадре среди болельщиков аплодирует Анастасия Федотовна Новгородова. Это актриса Якутского музыкально-драматического театра. Это первая исполнительница роли Туярма Ко. Кстати, на первом Исехе 1944 года прошло первое театрализованное представление. О чем свидетельствуют эти кадры? Встреча Нюргунбатура стремительного благословенным кумысом. А в главной роли здесь народный сказитель, артист Якутского музыкального театра, первый исполнитель Нюргунбатура Устин Нахсоров, уроженец Амгинского улуса. А в роли Сарукбалура известный ланхасуд Петр Решетников. Надо отметить, что фрагменты театрализованного действия Амгинского Исеха 1944 года свидетельствуют еще об одном важном аспекте проведения Исеха. Впервые в пространство праздника были включены сцены из героического эпоса Олодхо, воплотившего в себе идею защиты родной священной земли и спасения человеческого рода от врагов, прославление победы богатыря Аибатора над Абасы. Каждый кадр представляет собой очень такой этнографический, большой, интересный научный материал, потому что каждый кадр можно очень долго рассматривать, любоваться. И, например, здесь мы видим народный танец в исполнении детей и подростков Атахтепси. А здесь мужчины и женщины едут красиво верхом на конях. В Тюгюльге для коновязи установлен 9 сарге. Все лошади в таких красивых одеяниях в праздничном убранстве. Конечно же, все женщины в старинных национальных одеждах, они
привязывают эти коней к сереге. И здесь, кстати, мы видим уникальный кадр. Это седло, сделано 100 лет тому назад. Надо сказать, что Национальный центр аудиовизуального наследия проводит очень большую работу с весны этого года, как только были обнаружены эти кадры в Красногорске. Помимо того, что была определена сама местность, а мы уже знаем, что первый ИСЭ был проведен именно здесь, в Амгинском районе, во время презентации приглашенные гости, сами жители Амгинского района, уже узнали своих родственников. Для Национального центра аудиовизуального наследия это большая подмога, большое подспорье, так как сейчас эксперты буквально по крупицам восстанавливают имена героев этих съемок. Это очень кропотливо, но очень интересная работа. Нам помогают консультанты, архивисты, историки, этнографы по персонализации героев первого ИСЭ. И в дальнейшем эта работа будет продолжена. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Работа не волк, в лес не убежит. Казалось бы, что может произойти, но, к сожалению, от увольнения по инициативе работодателя застрахованным быть нельзя. Зато можно ознакомиться с советами юриста по этому поводу. Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о таком неприятном явлении, как увольнение с работы. Что делать, если вы с ним не согласны и считаете его незаконным? В таком случае для разрешения индивидуального трудового спора более действенным способом будет обращение с иском в суд. При этом очень важно знать, что вы имеете право обжаловать свое увольнение только в течение 1 месяца со дня получения копии приказа на руки. Пропуск данного срока может быть чреват отказом в удовлетворении иска. В исковом заявлении вы вправе изложить следующие требования: признание увольнения незаконным и восстановление на работе, признание увольнения незаконным и изменение формулировки и даты увольнения, и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула, а также взыскание в пользу работника денежной компенсации морального вреда. По общему правилу, установленному статьей 28 Гражданского процессуального кодекса России, иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Государственная пошлина при этом не оплачивается. Порядок оформления искового заявления регламентирован Гражданским процессуальным кодексом России. И согласно статье 131-132 указанного кодекса, исковое заявление подается в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. В исковом заявлении вам следует указать наименование суда, сведения об истце, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, номер телефона, сведения об ответчике, наименование и его адрес. В чем заключается нарушение вашего права и обстоятельств, на которых вы основываете свои требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Цену у иска необходимо указать и перечень прилагаемых к заявлению документов. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него таких полномочий, которые выражены в доверенности. В случае признания увольнения незаконным, орган, рассматривающий трудовой спор, может обязать работодателя восстановить работника на работе с выплатой всех положенных компенсаций. В случае признания незаконным только формулировки основания и причины увольнения, то суд, рассматривающий трудовой спор, обязан изменить ее и указать в решении основания увольнения в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса России. На этом у меня все. Знайте свои права. До свидания. Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник День семьи, любви и верности. С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным. Во многих российских городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия, поздравительные концерты, различные выставки и конкурсы, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет, благотворительные акции и многое другое. У нас в городе тоже пройдут мероприятия, посвященные этому дню. И сегодня у нас в гостях руководитель Департамента семейной и демографической политики, опеки и попечительства Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Сивцева. Елена, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите сначала историю праздника, потому что я думаю, что он достаточно молодой, и не все с ней знакомы.
Да, конечно, 8 июля, День семьи, любви и верности, относительно молодой праздник. У нас в России стали отмечать с 2008 года, но он нашел глубокий отклик в сердцах россиян. И отрадно, что уже в 2022 году указом президента он признан официальным праздником. Он приурочен памяти святых благоверных Петра, князя Петра и его супруги Февронии Муромских. Они являются, считаются покровителями любви и брака. Ну, то есть такой еще и православный оттенок. Да, имеет. конечно. Вообще, если рассказать о их романтической любви, то она началась с чуда. Потому что князь Петр, когда вступил на Муромский престол, он очень сильно болел, у него была проказа, и этот недуг не мог никто не исцелить, но во сне ему было видение, что простая девушка Феврония смогла его исцелить. И действительно это было так. Феврония его излечила. Он был впоследствии влюблен в нее. Это была очень такая простая, ласковая, добрая девушка. И они прожили долго, счастливо. И в их браке царила любовь, доброта, взаимопонимание, поддержка. И их брак стал символом верности. Ну, замечательная история. Я думаю, что не все с ним знакомы. А как проходит подготовка, точнее, как прошла подготовка по республике и что вообще проводится? Ну, мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, является ключевым мероприятием в плане года семьи. И во всех муниципальных образованиях у нас пройдут торжественные мероприятия, праздничные концерты, творческие, развлекательные мероприятия. И что касается города Якутска, то у нас в этом году будет проведен второй республиканский семейный фестиваль. Первый был проведен в 2022 году, в год матери. И организатором является, как мы уже сказали, Министерство труда и социального развития и окружная администрация городского округа город Якутск. Также мы благодарны Министерству по делам внешних связей и делам народов. Они оказали огромное содействие нам, мы благодарны им. И в этом году в рамках фестиваля пройдет также шествие, как в 2022 году. Примут участие молодожены, они будут в свадебных нарядах, это очень красиво. Примут участие золотые семьи, семьи, приемные семьи наши, многонациональные. И самая большая колонна будет представлена семьями трудовых коллективов. А все желающие не могут присоединиться? Конечно же могут. Конечно. А по какому маршруту у вас сколько это все будет? Так, значит, мы сегодня собираемся в 3 часа на площади Государственного цирка имени Марфы и Сергея Расторгуевых в 3 часа. И уже в 15:30 колонна пройдется по улице Кирова до Комсомольской площади. Ну, такой небольшой маршрут, но небольшой маршрут, зато удобно всем. Да, ну, потому что у нас с в детьми, колонии и золотые семьи, и коляски. Да, конечно. Украшения как раз у нас будет шествие, конкурс у нас будет парад колясок, и, соответственно, участники этого конкурса пройдутся также шествие. Это очень красиво будет. Я в каком-то году, очень давно принимала участие. Были условия, что это, по-моему, должны быть коляски какие-то украшенные, да, по-моему? Да, у нас объявлен конкурс парад колясок по 10 номинациям. Там, в том числе там сказочная коляска, персонажи определенные, это может быть какие-то коляски чудо-техники и так далее. Вот в 2022 году у нас было 24 участника, это 24 коляски, но самих участников было более 100, так как принимали участие родители, родные братья и сестры, многодетные семьи в основном, бабушки, дедушки, и это было очень прям феерично, потому что родители прям фантазию, творчество проявили. Ну, то есть вот мы сейчас кадры видели, как раз, видимо, с 22 года, вот это шествие, да, это, видимо, пары. Это там, у нас молодые пары были. Да, до этого там коляски промелькнули как раз. Очень интересно, то есть, каждый мог приложить свою фантазию, рукоделие, показать свое мастерство. Это праздник семейного творчества. Потрясающе. Ну, а какие еще конкурсы будут? Так, у нас еще конкурс будет. Мы посмотрели по итогам 2022 года, очень популярный был также конкурс признания в любви и верности. Но в 2022 году участвовали только молодые семьи, которые прожили год. А в этом году мы расширили категорию, поэтому могли участвовать любые семейные пары. То есть могли признаться, наверное, те, которые прожили больше лет, у них, наверное, очень много они могут друг другу сказать. Это очень интересно. А во сколько все это можно послушать, посмотреть? И где это будет
Проходите. Вот шествие пройдет до Комсомольской площади, и уже на самой Комсомольской площади у нас начнется праздничный концерт, в том числе будут торжественные мероприятия, будем награждать семьи, 20 семей наградами за любовь и верность. Это общественная награда. Это будут жители города Якутска и близлежащих районов мы пригласили. Которые прожили? Прожили 25 и более лет. 25 и более лет. Серьезно это? Да. Также будут награды для золотых семей. Мы будем чествовать наши можно, семьи. в общем, с 3 часов присоединиться к колонии, пройтись и дальше посмотреть все. 3 часа мы собираемся, в 3:30 мы двигаемся, и в 4 мы уже будем на месте на Комсомольской площади. Фотографии очень позитивные, очень интересно. Наверное, некоторых интересуют, какие призы. Так, призы, конечно же, у нас всегда мотивируют наших участников. Для конкурса «Парада колясок» мы очень благодарны нашим спонсорам. За первое место у нас для семейной пары будет предоставлен романтический не вечер, а прям сертификат на проживание в Нарада Вилледж. Это сейчас очень популярный гостиничный комплекс. Да, и такая серьезная награда. Второе, третье место у нас студия «Мастерская Крафт», она тоже предоставила сертификат. Третье место «Планета Кидс» на развлечения для детей. То есть все как раз... Да. И по всем 10 номинациям, которые у нас тоже предоставлены призы. Поэтому мы постараемся всех отметить, кто будет участвовать. Конкурс второй наш за любовь и верность авиакомпании «Якутия» предоставляет сертификат на авиаперелет для семьи. То есть очень потрясающие призы вообще. Да, поэтому нас в этом году очень хорошо поддержали наши спонсоры. И такая, я думаю, активная конкуренция. Да. У нас, кроме этого, тоже парк культуры для участников парада колясок предоставит сертификат на посещение парка культуры и отдыха. Поэтому... все, кто не участвует, пусть теперь задумаются о том, что в следующем году уже активно можно будет. Я в лице вас поздравляю всех участников за активное участие, желаю, чтобы все им удалось. А наших телезрителей давайте поздравим с этим замечательным праздником, пожелаем им любви и верности. Да, конечно. Как мы все знаем, семья все-таки самое важное в жизни каждого. В жизни каждого. И в этот день я бы хотела, чтобы каждый уделил внимание своим членам семьи, своим родным, близким, бабушкам, дедушкам, потому что в нашей семье закладываются наши духовные, нравственные, культурные ценности, которые передаются из поколения в поколение. И очень важно, чтобы все семьи были счастливыми, потому что в счастливых семьях рождаются и воспитываются счастливые дети, которые будут опорой в нашем будущем и опорой нашей страны. Спасибо вам за такую работу, чтобы ваши слова обязательно воплотились в действительность. А мы, дорогие телезрители, немножко отойдем теперь к мистике и расскажем, что же нам на сегодня пророчат звезды. Овен. Неделя ожидается не из легких, не исключены новые знакомства. Однако серьезных отношений завязывать не стоит. А вот легкий флирт пойдет вам на пользу. Решение финансовых вопросов следует отложить на некоторое время. Телец. Вам предстоит выполнить немало работы и, вероятно, не все будет получаться. Но не сдавайтесь, будьте упорнее. Выходные, скорее всего, тоже пройдут в рабочем режиме. Близнецы. Вполне возможно, что именно в этот период вы решите начать ремонт в квартире. Самое подходящее время для этого — четверг и пятница. Не исключены мелкие ссоры с близкими родственниками. В выходные вероятен приятный сюрприз. Рак. Вы будете на редкость рассеяны из-за накопившейся усталости. Если есть возможность, возьмите выходные. В конце недели есть вероятность, что вы получите приглашение в приятное место и замечательно проведете время. Лев. На этой неделе возможен прорыв в тех делах, которые давно не двигались с места. Есть шанс, что вы сделаете очередной шаг в карьере и получите должность, о которой давно мечтали. Дева. Возможны непредвиденные обстоятельства, которые заставят вас немного понервничать. Вероятны конфликты в семейных отношениях. Выходные пройдут спокойно. Весы. Неделя обещает быть спокойной. Прекрасно будут складываться романтические отношения. Если пары у вас нет, вполне вероятно, что именно сейчас вы встретите человека, с которым у вас завяжутся серьезные отношения. Скорпион. Возможны новые романтические знакомства. На работе вас ожидает успех. Вы будете пользоваться авторитетом. К вам начнут прислушиваться. Выходные проведите в кругу друзей.
Стрелец. Будьте аккуратнее в плане проявления эмоций. Не ведите себя агрессивно ни дома, ни на работе. Старайтесь придавать своим мыслям позитивное направление. В выходные займитесь спортом или посетите бассейн. Козерог. Возможны различные мелкие проблемы, с которыми вы без труда справитесь. Не исключены финансовые трудности, преодолеть которые помогут старые знакомые. В семье все будет спокойно. В выходные стоит побыть в кругу родных. Водолей. Если вы недовольны своей жизнью, то эта неделя – подходящее время, чтобы начать анализировать ситуацию, чтобы понять, где вы допустили ошибку и как ее можно исправить. Не исключено, что вы решите сменить работу. Вероятно, материальные трудности. Рыбы. Вероятны сложности на работе и дома. Возможно, ссора с родным человеком. В выходные звезды советуют посвятить шопингу. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. В рамках рабочей поездки в Якутск Дмитрий Чернышенко познакомился с системой высшего образования региона. В корпусе естественных наук СВФУ ректор Анатолий Николаев информировал о научных работах в рамках проекта «Приоритет-2030». Затем рассказали о планах строительства межвузовского кампуса. Если проект выиграет федеральный конкурс, то в Якутске появится большое здание площадью более 130 тысяч квадратных метров. Очень важно, что ВУЗ активно участвует во всех научных и образовательных программах развития. Программа «Приоритет-2030», в которой он получает государственные гранты на развитие, создает научные лаборатории, поддерживает молодых ученых, открывает новые образовательные программы. Это очень важно также, что университет встроен в стратегию развития республики. И вот эта тесная связь между университетом и субъектом федерации, она залог того, что и в будущем он будет стратегически очень сильно влиять на развитие всего региона. Также вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и глава Якутии Айсен Николаев встретились с волонтерами 8-х игр «Дети Азии». Добровольцев поблагодарили за проделанный труд. Дмитрий Чернышенко выразил мнение, что для волонтеров эта работа была организована не просто для двухнедельных соревнований, а для исторического наследия, в которое войдут «Дети Азии». Напомню, в спортивных играх принимали участие свыше 1900 волонтеров из городов России и мира. Я вообще считаю, что для Якутии очень важно, что эти игры наконец-то к нам обратно вернулись. В 2016 году мы проводили их крайний раз здесь, и вот сейчас они спустя уже 8 лет вернулись. Я рад, что развитие идет вперед, и уверен, что в целом и для нашей Якутии, и для регионов российских, и для стран Азии это очень большой вклад в развитие детского спорта. Завершились 8-е игры «Дети Азии». Еще раз осознали масштабность событий и попрощались с участниками игр якутяне на торжественной церемонии закрытия на стадионе Туймада. Трогательным моментом стал спуск официального флага игр и прощание от талисманов бурундука Саины и мамонтенка Мадуна. Затем церемонию закрытия продолжила яркая концертная программа «Мы – дети Азии, мы – дети солнца». Я очень рада за наших спортсменов. Мой брат завоевал 2-е место. И очень хорошие игры прошли. И вообще, все классно. Организация, волонтеры, организаторы очень хорошо встречают. Все условия созданы, все супер. В общем, нравится атмосфера спортивная такая, международная. Отлично, да? Да. Ага. И мы посетили бокс, там некоторые виды. Мы поздно приехали, поэтому нам успели только бокс посмотреть. Ага. И все приятно. По СМИ можно узнать, что все на высшем уровне. Указом президента Российской Федерации 2024 года объявлен годом семьи. Семья является источником любви, понимания и поддержки, учит детей быть добрыми, честными и справедливыми. В год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. К ним относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи. И в нашей республике активно поддерживают эту инициативу. Например, в Ханкаласском Улусе проводят разные конкурсы и мероприятия по укреплению семейных ценностей.
И сегодня у нас в гостях начальник отдела социальной политики администрации Хангаласского улуса Наталья Григорьева и учредитель некоммерческой организации Дюл Айта, председатель Хангаласского филиала Матери России Светлана Ксенофонтова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, мы рады приветствовать вас в такой замечательный праздник. Тоже вас поздравляем. Скажите, какие ключевые нововведения проводятся в Хангаласском районе сейчас, вот с учетом того, что год объявлен годом семьи? Когда у нас наш президент Владимир Владимирович объявил год семьи, мы сразу же, конечно же, коллективом, командой целой начали думать, что же креативного можно провести в год семьи, такого, что никогда у нас еще не было. И общими усилиями, командной работой у нас родился некий продукт, конкурс, онлайн-конкурс «Семья года Хангаласского улуса», который взял свое начало 15 мая, в Международный день семьи, и он у нас продлится до 15 декабря. Ну, достаточно продолжительно. Да, цель конкурса заключается в том, чтобы наше в современное время, да, родители вдогонку за средствами, допустим, занятостью своей на работе, да, меньше общаются со своими детьми. Данный конкурс позволит больше общаться детям, с родителем, также с бабушками и дедушками. Это некие такие простые, незатейливые и такие веселые задания, например, вместе прогуляться с семьей по городу, испечь вместе оладушки, просмотр фильмов, также на ИСЭХе принять участие. И мы очень надеемся, даже верим в это, то, что наши семьи укрепят свои отношения, детско-родительские отношения, ну и, конечно же, связь поколений будет крепче. Сколько семей принимают участие? Как можно принять участие? На данный момент у нас 11 заявок. Этот конкурс у нас проводится по 5 номинациям. Это молодые семьи, многодетные семьи, замещающие семьи, это приемные и опекунские вместе. Далее семья, имеющая одного или двух детей, но не молодая, и семьи серебряные. И по итогам всего этого конкурса каждый победитель в 5 номинациях получит туристическую путевку в размере 100 тысяч рублей. Ну, это вообще замечательно, что тоже позволит семье куда-то отправиться. Да, это замечательный стимул. Но вот что касается именно приемных семей, какие мероприятия проходят для них? Отдельно, может быть, что-то проводится? Потому что это же такое сложное по себе само направление. Вот основной моей работой является сопровождение замещающих семей. Я являюсь педагогом-психологом в Государственном казенном учреждении Республики Саха-Якутия в Хангаласском центре содействия семейному воспитанию, отделении профилактики сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Но наша некоммерческая организация очень тесно работает с администрацией улуса, да, и еще с профилактическими органами, да, органом профилактики, муниципальными образованиями, очень тесно работает. И у нас есть ежегодные традиционные мероприятия, которые проводим мы для семей. Это у нас Агауол Нан и Якыгнан, это отец с сыном, мама с дочкой, да. Самой главной целью является повышение ответственности родительства, повышение роли отца и матери, а также улучшение и укрепление внутрисемейных отношений. Самое необходимое, да. И также еще есть у нас военно-патриотическое мероприятие, да, Эрхоун Юрага, это урок мужества для юношей, воспитывающихся в приемных семьях. И также еще есть Кере Кыску Юрага, это урок молодой леди, также для девушек, воспитывающихся в приемных семьях. И в 2022 году при поддержке гранта главы Республики Саха-Якутия Асена Сергеевича Николаева, да, у нас вышел первый журнал о работе клуба замещающих семей «Сердцедар». Мы там об опыте работы семей и клуба, и приемных семей, да. Ну, то есть поделились как раз. Да, поделились, да. Это очень важно. Мы знаем, что у вас в начале года прошел форум, вот тоже посвященный именно замещающим семьям, приемным семьям. Что было на форуме, какая была цель, кто участвовал? Да, вот программа форума была очень насыщенная, и много было таких вопросов, проблемных вопросов, да, и мы применили резолюцию. Приняли резолюцию, да. И
Ну, да, основными тезисами этой резолюции была, конечно же, информационная поддержка замещающих семей. Наши семьи очень хотят, чтобы их, ну, не только с ними вот какую-то методическую помощь оказывали, информационную поддержку, да, но еще и отмечали их. То есть, ну, вообще для семьи взять ребенка это достаточно сложно же, да? Конечно. И поэтому сейчас наша наградная комиссия муниципального района рассматривает проект положения о знаке, который называется «За вклад в укрепление семейных ценностей». Это как раз-таки был, скажем так, продукт этого форума. То есть его получать будут именно вот семьи, которые приняли в свою семью еще Да, конечно. И что немаловажно, хотелось бы отметить, да, что ими же была предложена идея, чтобы не только замещающие семьи могли получать этот знак, но и многодетные семьи, которые воспитывают от 5 и более детей. Ну, это тоже очень такие серьезные семьи, такой шаг воспитывать столько детей. Что, на ваш взгляд, самое главное в семейных отношениях, что позволяет вот семьям, ну, не только получить знак отличия, но сохранить вот из поколения в поколение традиции большой семьи, когда в одной семье и бабушки, и дедушки, несколько поколений, тети и дяди, все это собираются вместе, и правда семья очень большая. Ну, как вот в современной действительности, когда правда... Мое мнение, это, наверное, взаимопонимание, взаимоуважение и мудрость, терпение. Мне кажется, это самые главные постулаты любой семьи. Ну, согласна. Да. Ага. И самое главное укрепление взаимоотношений, ну, психоэмоциональных отношений между членами семьи, чтобы родители укрепляли, точнее, по воспитанию детей, да, развивали себя, много общались с детьми. Это очень-очень важно, чтобы все члены семьи общались очень близко и, конечно, проявляли свою любовь. Спасибо, что пришли, спасибо, что поделились своей работой. Было очень интересно. Вас тоже поздравляем с праздником. Дорогие друзья, мы на этой замечательной ноте с вами прощаемся. Еще раз поздравляем всех с замечательным праздником. Дарите тепло близким, родным, чтобы в вашей семье всегда царили мир, покой, благополучие и взаимопонимание. Ну и не забывайте, что сегодня очень много ярких мероприятий в столице. Если есть желание, примите, пожалуйста, активное участие. Это будет очень интересно. До завтра. Встречаемся здесь же.